На часах 10:30 на входе в тандем уже очередь. Работают 2 входа вместо прежних 3. На каждом считывают QR-код. Показать его можно на телефоне, либо в распечатанном виде. Многие из тех, кто пришел, об ограничительных мерах слышали, но до последнего надеялись, что контроль будет не настолько строгим. У нас, допустим, на работе не обязательно справки. А тут вот я не могу просто выполнить свою работу. За час, что мы работали на этой точке, нанятые сотрудники ЧОПа развернули 10 человек. Среди них инкассаторы, но больше всего пенсионеров. Вы не прививались? Нет, А почему? у меня много болезней всяких. Впрочем, среди пожилых были и те, кто от коронавируса привился. Сюда пришли с бумажной справкой о вакцинации, но она QR-код не заменяет, значит, вход закрыт. Сложнее всего понять систему сегодня пожилым. Не у всех смартфоны, у многих кнопочные телефоны. Я еще должна пойти в поликлинику, чтобы распечатывать. Но это глупо, мы просто не будем ходить в этот магазин и все. У меня бабушкин для слепых и глухих. Телефон у меня. Что я там могу сделать? Новые ограничительные меры едины для всех, кому уже есть 18. Исключения здесь сегодня не сделали даже для нас, журналистов. Меня тоже попросили предъявить свой QR-код. Напомним, для тех, кто переболел, он действует 6 месяцев. Для тех, кто прошел вакцинацию, QR-код действует 1 год. Считайте у меня тоже, пожалуйста, и я пройду. Прохожу, да? Спасибо. Для нас в приоритете это безопасное и комфортное нахождение людей. Если это вынужденно необходимо, тут уже деваться некуда. Из-за новых ковидных ограничений очереди сегодня образовались и в МФЦ. Сюда люди старшего поколения пришли в надежде распечатать свой QR-код. Они подходят к нам с паспортом, со СНИЛСом, мы восстанавливаем учетную запись, СМС-ка приходит с паролем им на телефон. Такие правила, такой закон. Как пояснили в МФЦ, здесь жителям могут только помочь зарегистрироваться на госуслугах или восстановить пароль. Распечатывать QR-код нужно в ближайшем копировальном центре. Но для этого нужен телефон с интернетом. Пенсионерам могут помочь родственники или волонтеры. В прививочных пунктах в эти дни ажиотаж. В 10-й поликлинике на Бондаренко очередь. В пунктах вакцинации в КЦ «Московский» такая же ситуация. В августе и сентябре здесь в среднем в день прививали 20 человек, сейчас 140. В поликлинике очень много очереди и там душновато очень, поэтому тут как-то попроще все это. В Меге пункт вакцинации из ограничительных мер открыли за пределами, на площадке перед комплексом. В торговый центр без QR-кода уже не попадешь. Уже несколько дней мы прививаем более 400 людей. Из-за того, что многие не решались, и, видимо, вот стал толчком. Как еще людей заставить привиться? Ну, здесь же тоже работают люди, и как бы им тоже нужно как-то себя пытаться, не знаю, обезопасить, ну хотя бы так. Не всем новые ограничения по душе, но это необходимость. Идет рост заболеваемости и смертности, и по-другому пандемию не остановить. Раз уж такой вирус идет, должны же мы тоже себя как-то это сохранять. Магазин этот рядышком, тот рядышком. Такого это все необходимо, вроде рядом все есть. Далеко не ходим, да, вот прогуляться так вокруг, все, на лавочке вот посидеть, да. Так что мы далеко никуда не ходим. Тем временем предприимчивые и привитые казанцы решили заработать на новых ограничениях. В интернете уже появились объявления «Схожу за вас за покупками». Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.